3 туристических проекта от Якутии завоевали главные призы Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Финальный этап конкурса состоялся в городе Ярославле, где окружная администрация Якутска достойно представила проекты, инициированные Министерством по делам предпринимательства и развития туризма Якутии. Направлены эти проекты на закрепление брендов Якутии, привлечение туристов и поддержание самобытной культуры и традиций народов Севера. Очень волнительно одной было работать, представлять свой проект. Это праздник эвенский, обрядовый, Бакалдыдяк, встреча. Очень волнительно, но, знаете, хочется, чтобы все-таки знали о нашем этом празднике во всей нашей любимой России. Якутии огромный привет, знаю очень многих там, не буду перечислять. И Аймахан, всего самого наилучшего. Вы знаете, очень приятно то, что все-таки нас пригласили на финал национальной премии. Ну и впечатления положительные. Очень интересные люди встречаются, очень много интересных проектов и очень много новых знакомств. Всего на соискание национальной премии Russian Event Awards было номинировано 702 проекта из 68 регионов страны. По итогам 4 региональных конкурсов право на участие в финале конкурса получили 169 проектов из 41 региона страны. Якутия. Очень приятно снова встретиться с вами. Недавно был у нас Всероссийский косторезный фестиваль, и ваша делегация, как всегда, приняла в нем участие. Прекрасно представили свои работы и хорошо очень выступили здесь. Мне очень понравилось. Мы даже поддержали и подтанцевали ваш танец. Очень впечатляющая делегация Якутии. Просто очень интересно. Также с Липецкой области здесь коллективы тоже есть. Вот. Казаки тоже, кстати говоря. Вот. Ну и много. Здесь, в общем-то, все достаточно серьезно. Очень понравилась нам презентация Якутии и праздник топора Томск. 3 проекта из Якутии, гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», фестиваль-конкурс детских талантов «Бриллиантовые нотки» и фестиваль «Зима начинается с Якутии» заняли призовые места. Поэтому эти проекты событийного туризма были допущены в финальный этап всероссийского конкурса. Все 3 проекта в финале конкурса признаны лучшими и стали обладателями диплома Гран-при национальной премии в области событийного туризма. Особенно ярко и жарко в финале были представлены проекты фестиваля «Зима начинается с Якутии» и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Окружная администрация города Якутска, которая проводила презентацию, произвела неизгладимое впечатление на судейскую комиссию. Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» признан лучшим в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма». Фестиваль «Зима начинается с Якутии» победил в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма». А фестиваль-конкурс детских талантов «Бриллиантовые нотки» стал лучшим в номинации «Лучшее детское туристическое событие». Кроме того, фестиваль «Зима начинается с Якутии» получил специальный диплом в номинации «За наиболее успешное взаимодействие с туристическим бизнесом» и получил сертификат на право участвовать в качестве экспонента в онлайн-выставке «Знай наше лето», которая пройдет в марте 2017 года. Мы очень рады, что получили национальную премию. Наш фестиваль признали в Россию. Фестиваль «Бриллиантовые нотки» является самым огромным, большим детским фестивалем в Сибири и Дальнем Востоке. Фестиваль «Зима начинается с Якутии» стартовал 1 декабря с дня приезда российского Деда Мороза в северную столицу. В этот день Дед Мороз из Великого Устюга, красавица Зима, Чисхан и сказочные герои зажгли первую новогоднюю елку страны. Во время церемонии зажжения Чисхан передал символ холода Деду Морозу, чтобы во всех уголках нашей страны наступила зима. Что скажете про 1 декабря, про елочку нашу? Круто! Да, очень красиво. Вам согласны? А такую большую елку есть у вас такие большие? Нет, конечно нет. Я никогда не видела такой большой елки. Это царство на самом деле очень красивое, северное. Это северная сказка, мы уже увидели город очень красивый. Зима начинается у вас с Якутии, это на самом деле так.
но еще не видя строганина, не попробовав ничего, мы уже городом, в общем-то, поражены красотой города, потому что у вас город-сказка. И еще на сваях дома, это как в сказке на курьих ножках. Город очень красивый, город современный и город в то же время сказочный. Мы были в Нарьян-Маре, и мне есть чем сравнить. Вот Нарьян-Мар, он отличается разительно от Якутска. Якутск очень, сказать, такой динамичный и в то же время северный, сказочный, со своей изюминкой, со своей такой нетронутой красотой. Поэтому город очень понравился. Посмотрим, что еще, чем поразит еще Якутск. В этом году почетными гостями фестиваля стали представители Ростуризма, Федерации рестораторов и ательеров России, туроператоры крупных туристических компаний России и Китая. Что мне нравится в этом регионе, у вас есть возможности и для летнего, и для зимнего отдыха, да, и те мероприятия, на которые бы я рекомендовал туристам приехать, это вот праздник летнего солнцестояния, да, который у вас проходит, и зимний фестиваль, который так очень четко позиционирует Якутию, несмотря на 30-40 градусные морозы. В этом месте определенная изюминка и определенный интерес для туриста приехать сюда и посмотреть, что такое настоящая зима. Потому что климат меняется, уже даже в Москве, там, в Центральном федеральном округе порой не встретишь, не найдешь такие зимние теплые, зимние холодные дни, как это бывает здесь. И почему-то может быть хорошим магнитом, да, для притяжения туристов. Приятно удивлен тем, что несмотря на то, что население, говорит, города всего лишь около 300 тысяч, население всей республики огромной, даже меньше миллиона, но тем не менее в вашем городе есть огромное количество театров, множество музеев и даже симфонический оркестр. Здесь очень широкая представлена культура и разные сферы деятельности, в том числе, конечно же, очень хорошие мастера по ледовым скульптурам. Кульминацией фестиваля стал общегородской праздник в стенах Центра спортивной подготовки «Триумф». Здесь подвели итоги гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», состоялись соревнования по северному многоборью, праздник строганины, выставка-ярмарка рыбы и рыбной продукции «Серебряная чешуя», мастер-класс шеф-поваров, барменов, выставка-ярмарка продовольствия, изделия народного промысла, а также выступления артистов художественной самодеятельности и фольклорных ансамблей. Фестиваль «Зима начинается с Якутии» прошел очень успешно. Когда мы его начинали 5 лет назад, мы, конечно, сами не могли подумать, что через 5 лет это событие станет лучшим событием туризма в нашей стране, получит всероссийское признание международных экспертов. И сегодня в рамках нашего фестиваля проходят уже 30 независимых различных культурных, спортивных, научных уже мероприятий, развлекательных мероприятий, которые, я считаю, что превращает этот праздник в главное зимнее действие нашего Якутска. Поэтому, безусловно, я очень рад. Впервые у нас прошло нулевое арктическое биеннале современного искусства. Очень интересное мероприятие, которое в будущем может стать тоже одним из брендов нашего Якутска. На очень высоком уровне проходит сейчас фестиваль строганины. Вкус Якутии в этом году всех экспертов просто поразил. Поразил и не только экспертов, но и всех, наверное, тех, кто участвовал в дегустации якутских блюд и блюд северных наших народов, русских старожилов. Потому что настолько интересные, в том числе, блюда были поданы, что, конечно, у гастрономического Якутска есть очень большое будущее. Главное продолжать активно развиваться, развиваться именно заданным курсом и, конечно, коммуницировать как можно больше со всеми регионами страны, вот этого в сегменте туристического рынка. Всего на соискание национальной премии Russian Event Awards было номинировано 702 проекта из 68 регионов страны. По итогам 4 региональных конкурсов право на участие в финале получили 169 проектов из 41 региона страны.